2 года назад к нам обратились старожилы, которые живут рядом здесь, в близлежащих районах, с просьбой восстановить День Тихона. Был такой праздник здесь. Народные гуляния проходили в честь известного православного святителя Тихона Амафунского. Он почитался наравне с Николаем Чудотворцем и был покровителем этих мест. Здесь в начале 20 века проходила Воскресенско-Тихоновская ярмарка. Здесь были большие гуляния, в несколько дней длились они. Сначала была служба, естественно, потом ярмарка, ремесленники, праздники, дети, тут взрослые, все гуляли. И после революции, к сожалению, все это, конечно, прекратилось, забылось. Изучили краеведческие материалы и решили возродить. Анна Хасанова выиграла грант Рейса Республики на ее проведение. В этом году, спустя столетия, здесь вновь развернулись народные гуляния. Это место очень древнее. Здесь археологами были найдены намогильные плиты, имеющие отношение еще к 13-14 столетиям. В 1665 году здесь был основан Новоиерусалимский монастырь. Через 3 года на территории появился Воскресенский собор. За столетие он пережил разные события. В советское время здесь был жилой дом, но сегодня храм снова посещают прихожане. На территории подворья занимаются социальными проектами. Сестры милосердия, которые помогают всем малоимущим, болящим, шествуют над больными в нашем РКБ, ДРКБ, в других клиниках нашего города, республики. Здесь находится гуманитарный центр, в котором мы помогаем, собираем вещи для нуждающихся. Здесь воскресная школа, здесь среднеобразовательная школа для детей. По территории монастыря весь день для всех желающих проводили экскурсии. Место с большой историей. Здесь бывал Лев Толстой, по парку гуляла императрица. Это одно из самых старых деревьев не только на территории монастыря, но и в самой Казани. Веймутова сосна. Ее посадила сама Екатерина II в 1767 году, когда посещала Казань. Прочувствовать атмосферу каждый смог на выставке ремесленников. Благотворительные же мероприятия проводятся. Вот это очень здорово. И восстановление храма. То есть он же был вообще же в таком полуразрушенном состоянии, сейчас уже, слава богу, уже восстанавливается. Святое место, конечно, здесь благодать такая. Это вообще великое дело, конечно. Здорово, молодцы, кто это возрождает. Ярмарка благотворительная, все средства пойдут на восстановление Новоиерусалимского архиерейского подворья. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.